Инвестиционное послание, с которым Владимир Уйба выступил накануне, это открытый разговор с бизнесом. Как отметил в своем традиционном видеообращении глава республики, только одной командой можно добиться результата. Вот почему на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата он обратился с посланием к деловому сообществу республики, предпринимателям, инвесторам и предприятиям-партнерам. Я уже говорил ранее, что экономику республики необходимо перестраивать, снижать зависимость от добывающих отраслей и развивать обрабатывающее производство. Производство с высокой степенью переработки и в том числе природных ресурсов. С этой целью мы разработали и утвердили в Минэкономразвития России план диверсификации экономики республики до 2026 года. И вот на сегодняшний день у нас есть такое понятие, куда идти, что делать, поддержка федерального центра. Владимир Уйба рассказал о том, какие есть преференции, финансовые инструменты и чем может помочь республика и федеральный центр. Так, в настоящее время в инвестиционном портфеле региона порядка 60 проектов. Объемы инвестиций по крупнейшим проектам ведущих отраслей в сфере добычи и переработки полезных ископаемых и деревообработки превышают 250 миллиардов рублей на период до 2025 года. Для их запуска и реализации сформирована вся необходимая правовая база. Реализуется комплекс мер, направленный на привлечение инвесторов в регион. Формируется инвестиционный имидж региона, строится система взаимодействия с инвесторами, в том числе через создание системы преференций, заключил глава Коми. Развитие любого региона – это прежде всего развитие экономики. И в инвестиционном послании главы как раз было предложено тем потенциальным инвесторам, которые готовы прийти в республику, те условия их инвестиций, которые для них покажутся привлекательными. Я напомню, что это и снижение административных барьеров, и развитие транспортной доступности, и доступ к дешевой электроэнергии. В общем-то, достаточно привлекательный набор для любого инвестора. А вот как комментирует послание Олег Абрамов, первый вице-президент регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Коми. В тех инвестиционных нишах, которые отметил глава республики, а это развитие строительных и композитивных материалов, в регионе есть конкретные шаги. Например, тротуарная плитка из композита уже себя показала. Уже 5 лет она лежит перед домом быта в столице Коми и пока без каких-либо трещин. Это производство будет представлено нашей делегацией в Санкт-Петербурге 14 сентября на бизнес-миссии с участием иностранных партнеров. Еще одна из инвестиционных ниш – утилизация отходов. В этом направлении представители Союза промышленников сотрудничают с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт». В Курчатовском институте есть мобильная установка утилизации отходов. Это опытный образец, который требует, естественно, опытно-промышленного использования, опытно-промышленных испытаний. И мы, в общем, договаривались о том, что в нескольких районах республики, в Печорском и в Ухте, в муниципальном округе, в поселке Водном, мы такое опробование сделаем. Причем за счет инвестиционной составляющей, то есть за счет финансового участия Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Это вот наш реальный вклад и то, что мы делаем в рамках развития, в рамках инвестиционного послания. Отметил Олег Абрамов и развитие арктической зоны в республике, где Союз промышленников сопровождает ряд проектов. Один из крупных – создание большого технологического парка по очистке Арктики. Об актуальности этой темы не раз говорил президент России.